Так, коллеги, сюда. Мы на связи? Спросите на всякий Так, случай. ага. Видно, слышно? Коллеги, здравствуйте. Давайте все отметимся. Видно, слышно? Как-то по чату, да, мы это можем? Чат закинуть, Да. что слышим. Плюсик в чат и все. Плюсик в чат и все. Чтобы мы понимали, что связь наладилась. Наладилась, да, Ваня? Я Да, вижу, что вот. кто-то там В чате делится. вижу плюсы есть. Угу. Значит, нас видно, нас слышно. Ну, тогда, коллеги, начинаем. Раз нас видно, слышно. Будем, значит, ага, давайте будем работать. Я так понимаю, да, Вань, там вон плюсики есть, значит, это Да. все хорошо. Так, у нас 15 человек, еще мы кого-то ждем. Нет, я даже не знаю, кто подсоединится, это мы так бросали. Я буду, коллеги, давайте сразу вот так обозначимся. Я буду рада, если вы сразу же по окончании нашей встречи заполните карту обратной связи. Почему мы это всегда просим? Потому что очень сложно идентифицировать, кто был на занятии, какой район присутствовал, какая библиотека, какие специалисты отозвались, кому была интересна эта тема. Вот. Будем вам очень благодарны. Ссылочки я вам всем отправила. Сегодня утром еще раз скинула по почте. То есть можете глянуть ссылочку на карту обратной связи. А сейчас мы начнем. Мы хотели сегодня поговорить о виртуальных экскурсиях, о сервисах, которые позволяют сделать виртуальную экскурсию, разработать ее самим и, так сказать, предложить нашим пользователям. Время, которое мы пережили с вами, пандемию, показало, что вообще знание сервисов, которые позволяют нам переработать информацию и переложить для того, чтобы ее использовать в онлайн-режиме, это как-то очень актуально и востребовано. И вот по виртуальным экскурсиям обязательно хотелось бы показать вам, я ко всем своим, во всем обзоре, ко всем сервисам прикрепила ссылочки на то, сейчас скажу, на примеры. Там есть даже пример нашей Устилимской ЦБС. Обязательно сходите, посмотрите. Возможно, это все не так сложно, как кажется со стороны сделать. Итак, начнем. За последние десятилетия, да, библиотеки активно перенимают формы, и виртуальная экскурсия – это форма музейная. Они первые перешли на такие форматы и внедрили их у себя в жизнь. И уже библиотеки стали под себя подстраивать такой формат. А можно запустить презентацию? Я вдруг поняла, что это я тут такая счастливая, вещаю и вижу только себя. Ага. Давай сразу на второй слайд. Чего там у нас? Ух, что какой-то бы мне эту, да, лентяечку. Вот. Все, презентацию видно. Давайте второй слайдик сразу. Определимся с понятием экскурсия. Почему я хотела начать с этого понятия? Потому что надо понимать, что экскурсия, она как бы не просто люди собрались и пообщались. У нее есть цель, у нее есть понимание, как сказать, того предмета и объекта, который они хотят изучать. Я написала сюда понятие из Большой советской энциклопедии, чтобы вы еще раз вспомнили, что это такое. Все экскурсии различаются по целям. Они бывают учебные, бывают профессионально ориентированные, бывают научные. То есть вот всегда определена цель. Они делятся по тематике, как вы понимаете, и по месту расположения объектов. Конечно же, состав участников. Вот я здесь выложила несколько видов экскурсий, чтобы вы понимали, что есть экскурсии натуральные, то есть вот люди на природу выехали, есть экскурсии в какие-то музеи, где знакомятся с достопримечательностями и, как сказать, достижениями культуры и искусства, да, ну и просто посещение объектов культурных в других городах и регионах. Следующий слайд нам поможет разобраться, коллеги, какие признаки отличительны для экскурсии. То есть надо понимать, что все экскурсии имеют протяженность во времени, имеют наличие экскурсантов и экскурсовода. Они идут строго по разработанному маршруту, и участники не только созерцают, но и принимают в исследовании некоторое, как сказать, участие. То есть они изучают этот материал вместе с экскурсоводом. Ну, естественно, определяется все цель показа и тема показа. И на следующем слайде мы перейдем и остановимся на особенностях виртуальной экскурсии.
Надо понимать, что виртуальные экскурсии тоже обладают всеми вышеперечисленными признаками. То есть там есть и экскурсанты, там есть экскурсоводы, но все это трансформируется в виртуальный мир. Все это переносится как бы вот на эту плоскость. То есть экскурсовод – это разработчик программы, да, получается, экскурсанты – это мы с вами. Естественно, там разработан маршрут, у него есть определенные цели и задачи, которые хочет выстроить человек, который заложил эту экскурсию. Итак, что мы понимаем под этим термином виртуальная экскурсия? К сожалению, вообще термин, он нигде не обозначен до сих пор в наших ГОСТах. Не обозначен. Почему? Потому что мы заимствовали вот это направление деятельности, да. Вообще ведь экскурсии у нас библиотеками проводятся уже давно. И, как правило, это экскурсии по тому месту, где вы проживаете, или по каким-то объектам, которые представляют ценность для вашего города, там, района или села. То есть вот они, как правило, краеведческой направленности. А здесь мы можем отойти и пофантазировать. То есть виртуальная экскурсия нам дает свободу передвижения. Итак, что я здесь вам сделала в подборочке? Ну вот написала, что виртуальная экскурсия – это воображаемая форма посещения экскурсионных объектов. Вот на следующем слайде я постаралась вам сделать такую подборку с опытом наших коллег из других библиотек. Сразу скажу, что вот такие идеи для создания виртуальных экскурсий я посмотрела на разных сайтах, которые я вам раньше рекомендовала. Это сайты Викисибириады, Новосибирская областная детская библиотека, Елена Смутнева его ведет. Там очень богатый и хороший материал, который разрабатывается нашими коллегами. Замечательный сайт, если вы еще захотите куда-то пройти посмотреть, это блог Марины Орешко «Роза ветров». Тоже сходите, посмотрите. Это человек, увлекающийся именно онлайн-сервисами и как их применить в библиотеке. То есть у нее очень много разработок, обучалок и очень много примеров, как это все применить в работе. Ну вот какие здесь можно выделить основные такие задумки? Например, сделать экскурсию, путешествие по населенным пунктам вашего района. Или, например, в целом по республике Коми. Или сделать экскурсию по достопримечательностям и памятным местам города, района или республики, или вообще города, не связанного с республикой. Да, там, допустим, вот я вам положила по Санкт-Петербургу экскурсию. Очень интересно получаются путешествия с литературными героями. Там таких примеров несколько, чуть ниже, где будет обзор сервисов, там тоже прикреплены ссылочки на такие экскурсии, путешествия. Вот здесь я прикрепила ссылочку на путешествие с бароном Мюнхгаузеном. Она достаточно такая интересная по произведению. Ну, я думаю, что детям вообще это было бы интересно, такая форма подачи и знакомства с автором, с героем, ну и так далее. Так, ну и вот еще, да, кстати, путешествие, рассказы об исторических событиях. Это тоже такая благодатная тема. И здесь вот очень интересная работа у Светланы Пулиной. Она как раз вот на Викисибириаде выложена, города Древней Руси. Посмотрите, пожалуйста, вам будет интересно, и какие-то моменты вы возьмете себе на вооружение. Я хочу сказать, что тут перечислять, конечно, вот этот список идей можно бесконечно, потому что всегда рождаются какие-то мысли по ходу того, как ты насмотришься материал. То есть посмотрите одну, вторую, третью экскурсию, и у вас появятся свои идеи в этом направлении. Но чтобы создать экскурсию, можно вам следующий слайд? Нам надо разработать маршрут. Специалисты, которые работают в этом направлении, говорят, что маршрут должен состоять из 7 плюс-минус 2 точки. Да? То есть не надо его загромождать, тем более маршрут линейный. Вот специалисты выделяют 3 вида виртуальной экскурсии, да, маршрута. Линейный, нелинейный и свободная экскурсия. Ну вот линейный, он
настолько как бы просто, но чтобы не затягивать время, вот это присутствие, да, ходить по точно намеченному плану, чтобы человеку было интересно, не надо делать вот больше вот этих 7 точек. Ну, понятно, что если у вас там есть, да, можно 5-9, видите, как получается. Очень часто используют именно нелинейный вид экскурсии, потому что он позволяет человеку самостоятельно по проложенному создателем маршруту самостоятельно выбирать то направление, куда бы он отправился. И в то же время он может останавливаться около объектов, увеличивать их, рассматривать, да. Ну и вот свободная экскурсия – это самый сложный вид экскурсии. Я для себя вот не нашла, я даже вот про 3D-туры, которые вот я посмотрела по библиотекам, я все-таки пришла к выводу, что это все-таки нелинейные экскурсии. Но вот ниже, ну, для информации вам все это написала. Пусть будет, чтобы вы знали, что такое есть. Ниже я вам привела, на следующем слайде, я вам привела формы подачи виртуальных экскурсий, наиболее часто встречающиеся у наших коллег. Посмотрев их сайты, конечно, надо сказать, что не на многих сайтах библиотеки есть такие экскурсии. Ну, даже вот у областных. Но я вам постаралась подобрать и как-то раскидать, что вот есть у кого-то в формате видеоролика представлено, у кого-то в формате слайдовых презентаций, у кого-то фотоэкскурсии, самые такие вот простые виды, и у кого-то в формате 3D-тура. Ну вот давайте посмотрим со следующем слайде. Я сделала ссылочку вам. Вот в формате простой фотоэкскурсии с небольшим текстом, поясняющим фотографию, сделано, ну сложно назвать, конечно, это полноценной экскурсией, да, то есть вы же не можете передвигаться по вашему желанию и, так сказать, вглядываться в объекты. Но тем не менее такое обзорное представление о библиотеке Некрасова вы получить можете. Я сделала ссылочку на сайт, здесь по всем этажам, по всем залам, с фотографиями очень хорошими, с поясняющим текстом, вот представлена такая экскурсия. А на следующем слайде тоже в формате фотографий, но на Google карту прикрепили, это уже наши питерские коллеги, библиотека Лермонтова, это детская библиотека, тоже с богатой историей. Вот, они вот на карту вы прикрепили фотографии, и получилось тоже очень интересно, и даже как бы немножко, ну, как-то активно. Присутствует такое, что ты вот там чего-то нажал, куда-то передвинулся. Тут просто, конечно, ну, фотография, она доступна. Вот это вот самое главное, фотография доступна. То есть такие простые вещи вы можете сделать всегда, или, ну, в любое время, потому что сейчас фотографии не надо даже, по-моему, искать технику. Сейчас у всех в телефонах хорошие стоят камеры. Вот отличные кадры подобрал и, пожалуйста, соединил их. Даже, по-моему, сейчас во многих фотоаппаратах есть возможность снимать панорамные снимки, которые тоже можно оформить либо в видео, если невозможно из них сделать 3D-тур, то есть у вас не получается, да, то можно в формате видео их оформить. Вот следующий формат я представила, это видеоролики, ссылочки тоже сделала на видеоролики презентационные наших коллег. Это вот Челябинская центральная библиотека города Челябинска. У них очень интересный видеоролик. Вы сходите и посмотрите. Я думаю, что вы прям возьмете себе интересные идеи. Он очень сделан, знаете как, эмоционально. Прям вот и хочется посетить, сходить к ним, посмотреть. То есть даже сам, вообще видеоролик ведь позволяет все это оживить, видите, тут уже и речь, и движение, и все добавляется. Понятно, что уже гораздо интереснее. А еще один интересный вариант я нашла. Вот на следующем сайте сделала вам ссылочку, чтобы у вас было такое. Посмотрите тоже. Значит, наши коллеги пригласили учеников из ближайшего учебного заведения, они обучаются ораторскому мастерству, и вот они сделали вообще прекрасный видеоролик о библиотеке, областная библиотека Пушкина, Восточно-Казахстанская. Ну, посмотрите, очень интересно сделан. Вообще видеоролики, кстати, ну, их тоже, наверное, сложно называть, да, как и фотографии полноценной экскурсии, но тем не менее такая видеокарточка о вашей библиотеке, вот тут
будет присутствовать на вашем сайте или, возможно, в вашей группе ВКонтакте, или еще там, что вы сейчас ведете, какие ресурсы, где вы можете поделиться с вашими читателями этой информацией. Ну, это так, на заметочку. И, конечно же, я следующим роликом прикрепила простые слайдовые презентации. Вот когда-то уже давненько, тут даже вот видно, что давненько это сделано было, наша юношеская библиотека делала в формате слайдовой, простой слайдовой презентации экскурсию по своей библиотеке. Ну и вот еще один пример. Это же формат вот слайдов, только он переведен в видео. Причем вот я думаю, что это тоже несложно. И вообще 22 числа те, кто пожелают, могут присоединиться. Борис Дианов как раз вот будет учить вас работать в программе Видеопад. Вот как раз там вы сможете для себя получить новый навык, если вы еще его не знаете, либо какие-то интересные фишечки узнать, если вы уже владеете этой программой, для создания вот таких вот презентаций, сформированных в видео, да, уж как никак не скажешь. Ну, еще вот и следующее, это 3D-туры. Вообще, посмотрев вот эти 3D-туры, я понимаю, что это вообще сложная очень работа, потому что она все-таки она требует, ну, как сказать, заготовить много материала. У тебя должно быть достаточно большое количество объемных вот этих сферических фотографий, которые бы позволяли потом передвигаться экскурсанту, да, там влево, вправо, приближать объекты. То есть все должно быть в хорошем разрешении заснято. И, естественно, самая такая вот у нас распространенная и первая выпадает в поиске наших библиотек, вот президентская, у них, конечно, очень качественная и интересная. Я даже не знаю, вот это вот, как ее назвать, когда ты и вверх, и низ, и каждый предмет прибавляешь. Обычно вот это музеи так делают, такие качественные 3D-туры. Ну, и самое интересное, я уже вот даже не знала и не ожидала, что я открою для себя, что наша Уссыльинская библиотека попробовала создать 3D-тур, и он у них присутствует, у них в группе ВКонтакте. Я так понимаю, что ВКонтакте есть какое-то приложение, которое позволило им из этих фотографий создать 3D-тур по их библиотекам. Вот у них здесь 2 библиотеки на этом 3D-туре представлены. Ссылочку я вам закинула, посмотрите. Это у них, значит, тур по центральной библиотеке. Там можно приближать объекты, выбирать направления, увеличивать с выставки предметы, с информационных стендов предметы увеличивать. То есть все можно почитать. Вот не просто фотография на стене там какая-то приколота, то есть ее можно увеличить и посмотреть, что за информация там представлена. Вообще 3D-тур, наверное, это самое интересное, так как, ну, позволяет человеку погрузиться туда, прямо вот в это помещение. Ну и на следующий слайд мы перейдем. Есть вопрос Ой, не вижу. по поводу разрешите, пожалуйста, презентацию. Кто спрашивает? Так мы ее пришлем, да? Да. По окончании мероприятия. Да, по окончании мероприятия мы презентацией поделимся, и я сделаю ссылочку, чтобы вы могли обязательно, потому что все ссылочки активные, и, как сказать, вы по ним перейдете туда, где, значит, представлен этот объект, ну, как виртуальная экскурсия, с которым вам надо познакомиться. Ну, теперь мы перейдем к сервисам, да, которые вот нам позволяют сделать такие экскурсии. Вообще все эти сервисы достаточно просты. Я почитала достаточное количество информации и думаю, что они так сделаны, когда вы начнете с ними работать, вам будет просто и понятно. Почему? Потому что они рассчитаны на простого пользователя. Ну вот давайте сразу же перейдем к такому сервису. Я здесь сделаю подсказочки, потому что я плохо владею английским. Вот на следующем слайде у меня есть клик to map. Вообще я брала это у наших коллег. Есть прямо очень хорошие обучалки, ссылочки я положила. Вот этот вот сервис в 2 клика, да, называется маршрут в 2 клика. Здесь на карту
То есть берете населенный пункт, это Google карты, вам достаточно здесь будет иметь только, ай, как это называется, регистрацию в аккаунте Google, или как правильно сказать-то. Как только у вас вот этот вот будет свой аккаунт вот с Gmail.com, тогда вы можете вот пользоваться сервисами, и эти сервисы, они достаточно просты. Вот этот вот, он вообще для новичков и начинающих сервис такой, он понятный. Там все очень легко и просто. Регистрация, значит, и он действительно позволяет вот в 2 клика создать вот небольшую экскурсию. Здесь на карту вы можете добавлять текст и изображение. Прикрепляя к тем маркерам, ну, к тому месту, вот к продуманному маршруту, который вы хотите обозначить в экскурсии. И потом эти точки маршрута соединить вот как бы в единое целое, и пользователь будет по ним путешествовать. Это вы можете и по населенному пункту своему сделать, и по любому другому городу, который вас заинтересует. Возможно, это будет город из книги какой-то, возможно, это будет путешествие литературного героя Анны Карениной или барона Мюнхгаузена или там еще кого-то. Вот второй сервис Google карты, он тоже он не сложный, ну вот у него принцип такой же, только здесь уже можно добавить побольше, как бы к метке, которую вы обозначите на карте, есть возможность добавить и вставить уже видео с YouTube. Оно его принимает и читает, и когда пользователь будет заходить по вашим меточкам на карте, он будет не только видеть фотографию, иметь возможность, но и видеоизображение. Да? То есть здесь уже больше возможностей прицепить. Кроме текста и картинки, здесь можно добавлять видео. Он тоже не очень сложный, и я думаю, что любой начинающий с ним справится. Ну вот следующий тоже ZMaps. Это онлайн-сервис, который позволяет еще и пристегивать сюда ссылочки на аудиофайлы. Единственное, что вот этот вот сервис, он называется условно бесплатный. То есть в нем есть бесплатная часть и есть платная часть. Платная часть, она начинается после создания 5 интерактивных карт. Но этот сервис тоже очень легкий и несложный, поэтому в нем стоит попробовать поработать, и у вас будет интересный материал. Я сюда закинула вам ссылочки в «Золотое кольцо России» и «Первый выход человека в космосе», чтобы вы посмотрели. Ну, как вот это вообще все, как это все, ну, как сказать, получается в формате экскурсии для читателя и сделано на этом сервисе. Но должны тоже понимать, что вот то, что вы хотите прицепить, вот этот текст, фотографию, какие-то аудиофайлы прикрепить, видеофайлы, у вас все это должно быть собрано заранее. То есть самый сложный этап в экскурсии – это подготовительный. А вот эти сервисы позволяют нам собрать вот то, что мы с вами подготовили, весь материал, и объединить вот в интересное такое путешествие. Еще один сервис Scribble Maps. Что вот по нему можно сказать интересно, что этот сервис, вот здесь, кстати, тоже, как и в предыдущем, есть текст, есть видео, вы прикрепляете, да, изображение и аудиофайлы. То есть он позволяет все это объединить в достаточно интересную такую тоже экскурсию. Этот сервис, он несложный, его освоят даже новички, которые никогда не пользовались такими онлайн-сервисами и не пробовали вообще в этом направлении работать. То есть он совершенно несложный. Единственный минус у него, что бесплатно тоже он дает создать только 5 карт. Вообще это хорошо, что все эти карты, вот, кстати, и предыдущие, они встраивают, их можно встроить либо на сайт, либо поделиться ссылкой. То есть это, как сказать, либо отдельно ссылку взять с собой, где-то, на мероприятии представить. То есть вы понимаете, что создав вот этот продукт, он у вас там и останется. Пусть их будет 5, но тем не менее это будет 5 интересных продуманных маршрутов. Посмотрите, сервис очень несложный, по крайней мере, вот о нем очень подробно тоже рассказывает вот эта Марина Орешко, на которую я уже вам ссылалась. У нее есть замечательная группа ИКТ-мастерилка для педагогов и библиотекарей.
Вот как раз она очень много сервисов там рассказывает, как с ними работать, какие там тонкости есть. И даже если этот сервис англоязычный, она прямо в рамочках выделяет, где какие кнопочки нажать, чтобы ну, максимально просто в нем работалось. Ну там кто минимало знает минимум английский язык, по минимуму, там все как-то понятно, то есть там слова-то все знакомые. Вот слово какое-то хотела сказать и все. Вот следующий сервис Tripline. Вообще вот этим сервисом, вот на нем, я точно знаю, что им пользуются туристы, путешественники, ну, как сказать, авто, мото, они прокладывают свои длинные маршруты, то есть это достаточно легкий такой сервис, позволяющий обработать вот эту информацию. Он сам автоматически соединяет, значит, вот ваши обозначенные точки в табличке, то есть там предлагается таблица, вы заносите свои туда пункты, ну, там населенные или где вы там что хотите обозначить, да, и он потом сам выстраивает вам маршрут. Более того, он еще вам просчитает километраж, потому что вот он рассчитан именно на путешественников на колесах. Но, тем не менее, он очень такой, он очень легок в использовании. Единственное, что он позволяет, как сказать, мало соединить там можно добавить только фотографии и поясняющий текст. Вот в этом плане он не очень хорош. Но, кстати, вот этой экскурсией можно будет поделиться. Почему? Потому что она легко пересылается, ссылка, и хорошо встраивается на сайты. Вот. Я вам обязательно пришлю, чтобы вы видели еще дополнительные, у меня есть подборочки, куда сходить, посмотреть работы наших коллег. Следующий сервис StoryMap. Что в нем хорошего? Что он позволяет сделать красочную экскурсию, он бесплатный, что все данные вносятся в одном окне. Так, тоже необходимо иметь Google аккаунт для работы в нем. Что еще? И как бы вот здесь получается очень оригинальный контент за счет того, что здесь складывается и карта, и картинка, и еще и получается как слайд с рассказом. То есть там есть такая функция, которая позволяет это все показать в виде презентации. Так, и после завершения работы, когда вы его сохраняете, у вас получается ссылочка и код для встраивания в ваш блог или на сайт. То есть это тоже удобно, чтобы не потерять эту работу и поделиться с нашими пользователями, как бы вот иметь такую возможность встроить ее на сайт. Ну вот следующий сервис, он уже позволяет делать 3D-туры, причем Tour Builder. Причем я нашла не очень много работ библиотечных с этим сервисом, но на сайте, вот я там все ссылочки вам дала, вы обязательно посмотрите, потому что примеры приведены именно библиотечных экскурсий. Значит, он позволяет добавлять к точкам маршрута описание, фотографию и видео. И переформатировать вот эти фотографии надо сделать, конечно, сферические, и он позволит вам их переработать как бы в 3D-экскурсию вот на этом месте, к которому вы прикрепитесь. То есть выберите маршрут, добавите описание, фотографии и видео, расскажете об этом месте. И, вот, кстати, тоже очень хорошее, что здесь к одной точке на маршруте вы можете добавлять достаточно большое количество ссылок. Он пишет, что не более 10 ссылок, но я думаю, что этого достаточно. Обычно к маршруту там прикрепляется же фото, описание, кто-то там видео прикрепит. То есть вот до 10 ссылочек к одной точке на карте вы можете прикрепить. Сервис бесплатный, тоже имеет свой код, чтобы его можно было встроить на сайт. Прошу прощения, не на сайт. Вот видите, сейчас читаю внимательно.
он на сайт не встраивается, он смотрится только по ссылке и пересылается только ссылочкой. Здесь есть работы у нас интересные у коллег. Санкт-Петербург, вот мосты. Вы посмотрите, как они сделали. Ну, это будет просто прямая ссылочка, вот я так понимаю, на этот турбилдер. И прям, ну, в нем вы посмотрите. Но там, кстати, есть очень много и других экскурсий, которые можно посмотреть для понимания, что можно еще сделать и как это получается. Вот аналогичный и следующий сервис, он тоже такой, мне показался, что, хотя здесь пишут, что эти сервисы, ну, достаточно легкие в использовании и в понимании. Вот этот вот сервис, он тоже построен на основе Google карт и позволяет обрабатывать панорамные вот эти фотографии, объемные, не панорамные, а сферические фотографии, и объединять вот их вот тоже в эти 3D-туры. И этот сервис, он бесплатный. Ага, вот у него как раз есть возможность встроить его в блог или на сайт. Единственный минус вот этих вот сервисов, которые я вам перечисляю, они все англоязычные. То есть тут, ну, надо по минимуму, ну, понимать английский язык. Следующий тоже таймлайн. Он аналогичен с предыдущими. Также выстраивается в линию временную, но у меня таймлайн там, да? Угу. Вот. Это генератор интерактивных таймлайнов. После того, как вы туда добавите свой материал, там, конечно, можно добавить только текст и фотографии. Инструмент вам поможет это переработать как в путешествие по точкам. То есть фотографии будут переложены в определенный маршрут. Этот сервис бесплатный, и у него имеется возможность поделиться созданной работой через ссылку. То есть, видите, не все сервисы имеют возможность встроиться на сайт. Мне кажется, вообще интереснее поработать с теми, которые позволяют вот эту информацию, этой информацией поделиться на нашем сайте или поделиться ну, где-то в группе, чтобы как можно больше пользователей мы смогли охватить этой работой. Ну и понятно, что такую работу можно выносить с собой на какие-то нестационарные мероприятия, когда мы ходим к школьникам, когда мы выходим работать за пределы территории библиотеки. Вот еще бы хотелось мне остановиться и напомнить вам, что есть замечательный сервис Easy Travel, платформа. Мы уже когда-то на ней останавливались. Более того, те, кто постоянно посещают у юношей воркшоп, ежегодный. С этим сервисом они очень подробно знакомили. И даже наши коллеги из Сыктывкара, значит, там, как сказать, презентовали свою вот экскурсию по городу Сыктывкару, по старинным объектам в формате квеста. Я думаю, что надо к нему обратиться, потому что это, кстати, он не очень сложный, этот сервис. Единственное, что он требует наличия на твоем смартфоне вот этого приложения, чтобы ты мог путешествовать по вот этим предлагаемым аудиоэкскурсиям. Но кроме того, что здесь можно добавлять файлы аудио, здесь можно добавлять и фотографии. У вас такой получается полноценный гид с фотографией, с описанием места. Не стоит забывать, хотя мы поговорили тогда, я знаю, вот на воркшопе, и дальше вот этой работы у нас больше не прибавилось. Вот мне кажется, Сыктывкар сделал там 2 работы, которые они презентовали. Вот одну из них они презентовали. Ну, может, переключились на какие-то другие сервисы. Еще один сервис, я познакомилась с ним недавно, я его не применяла в работе, но посмотрела работы тоже на сайте Марины Орешко, H5P. Не знаю, правильно говорю, нет, но вот он, кстати, в себе объединяет много, как сказать, возможностей того, что вы можете сделать. Здесь можно сделать и, вот, допустим, в формате интерактивного плаката экскурсию. То есть вы сфотографировали какое-то место в библиотеке, допустим, с выставкой,
выставка тоже какая тематическая, и прямо к ней пошли в формате вот этого интерактивного плаката делать экскурсию. Там уже можно прикреплять достаточное количество ссылочек, это могут быть и видео, и аудиофайлы, любое сопровождение, это могут быть ссылочки на интернет об этом объекте, на книги, связанные с этим объектом. То есть он достаточно интересный, вот этот сервис. Причем он бесплатный. Обучение, я вот ссылочку закинула, там несложный очень. И интерактивный плакат, мы с вами уже знакомились с такой формой и ранее. Я вам предлагала это делать в другом сервисе. Вот название уже не скажу. Но вот еще такая тонкость, что все эти сервисы как-то они недолговечны. Они как-то, вот познакомишься с ними, освоишься, и вдруг они потом пропадают. Но вот с этими сервисами пока вот такого не замечено. Ну, тем более с гугловскими картами это вообще, наверное, не пропадет, поэтому на них стоит поработать. Ну вот, и еще что у меня напоследок? А напоследок Genial.lu. Это вообще, вот если вы освоите вот этот сервис, у вас будут замечательные, интересные, не только... Ну, вот здесь вы тоже можете остановиться в формате интерактивного плаката, делать свою работу, экскурсию. Но вообще здесь очень интересны эти интерактивные презентации. Здесь можно добавлять видео. Здесь очень много встраиваемых объектов. Вообще этот сервис сейчас очень популярен у педагогов. Почему? Потому что он позволяет совместную работу. И перенося на работу библиотеки, однозначно можно сказать, что мы здесь можем работать совместно с читателями-подростками. То есть им интересно этим заниматься, и если вы их организуете, какой-то вот свой клуб там, любителей, читателей или еще какого-либо направления, вы можете даже совместную работу, совместную экскурсию с ними сделать. Так, ну на этом вот, дорогие мои коллеги, все. Я вам большое вам спасибо за ваше время, которое вы уделили мне. Обязательно по окончании я вам отправлю все свои материалы с ссылочками, чтобы вы могли посмотреть. Я, конечно же, как методист, то есть поделилась тем, что нашла, и рассказала, где это все изучить. Я буду рада, если кто-то из вас это сможет применить в своей работе и поделиться ссылочкой со мной лично. Мне было бы интересно посмотреть, ну и, естественно, собрать опыт наших коллег в республике. Непременно сходите и посмотрите 3D-тур у СЦИРМа. Я думаю, что раз ребята это осилили наши, значит это все возможно. Ничего, как говорится, невозможного в мире нет. Большое вам спасибо за внимание. Буду рада обратной связи. Не забывайте заполнять карты. Ну и до новых встреч. Напоминаю, что 22 числа у вас будет еще, кто пожелает, могут подключиться на обучение в работе видеопаду. Потому что вот смотрите, сегодня у нас было несколько таких вариантов, где есть возможность прикрепить видео, которое, как сказать, может быть и как экскурсия представлена, и как любой другой материал. Так что приглашаем всех на обучение. Спасибо вам большое. До свидания.